Добрый дзень, дарагія сябры. З вамі ў эфіры ZyaLife. ZyaLife — гэта серыя онлайн-сустрэч ад кінафестывалю «Паўночнае ззянне», якую мы зладзілі для таго, каб падтрымаць сябе ў час пандэміі і каранціну, а таксама не згубіць сувязь з вамі, нашы дарагія гледачы і аматары «Паўночнага ззяння». Мяне завуць Воля Чайковская, я дырэктарка кінафестывалю. Сёння буду весці гутарку. І сёння ў нас такі літаральна тэлемост цікавы. Тэлемост Таллін, Нью-Йорк. І наша гостя сёння гэта рэжысёрка Дар'я Жук. Даша, прывітанне. Привитание! Я так рада оказаться на связи. Сразу скажу в двух словах, что, да, слухать и чуть. Мы, когда с Волей планировали этот телемост, мы подумали, что, ну, как бы, можно, конечно, и меня услышать и почувствовать. Но, в общем, решили, что такой фон у нас тоже будет достаточно медитативный, и пришлось пробираться мне на этот пляж в маске и сквозь заслоны, потому что, в общем-то, пляж закрыт. Нахожусь я на северном берегу Лонг-Айленда. Вот, и люблю об этом думать как о месте, где великий Гэтсби наблюдал, в общем, за вечеринками на другом берегу, за богатыми вечеринками, но на другом берегу. Вот, на самом деле, как бы это залив, который впадает в Атлантический океан. На другой стороне такие как бы очень грустные, на самом деле, башни. Там на другой стороне, если, я не знаю, может быть видно, может быть и не видно, что там есть другой берег. Это на самом деле Нью-Рошель, где тоже была такая, в общем, жестокая вспышка вируса. Вот. В маленьком городке, в котором я нахожусь, это примерно час от Нью-Йорка за городом, он как бы здесь только один зараженный, вот, ну и все как-то очень уважают свое пространство. Я надеюсь, что меня никто не оштрафует за то, что я здесь, в общем, обнимаю камни и транслирую медитативные волны для вас. Так, но я так само вельмі рада, што гэта такі эксперыментальны эфір адбываецца. Мы калі з табой думалі, калегі з Еўрарады жартуюць, што да, хочуць гарачых навінаў. Хочуць в прямым эфіры. Дарэчы, хочу таксама падзякаваць ужо нашим партнёрам Еўрарады, тому што мы стрымім не толькі на старонку у Фейсбуку «Паўночнага ззяння», але і на соцсеткі Еўрарады. Гэта вельмі круто, і нас можа глядзець, дзякуючы гэтаму, больш людзей. Да, мы калі з табой вызначаліся з месцам размовы, думалі, вот ты прапанавала нешта цікавае, давай зробім нешта цікавае, і вот вось гэтая вось ідэя з залівам на самай справе неверагодная, клёвая идея и сугучная нашему слогану «слухать и чуть». Так, да. И ты как-то очень здорово вспомнила про Ани Сварда и про ее прекрасные работы автобиографичные, которые вообще очень тоже, работы, которые очень созвучны многим моим коллегам и мне тоже. И как-то, в общем, созвучны нашему теме нашего разговора, да? Так. І непасрэдна, перш чым вот мы пачнем гаварыць пра самае такое цікавае, галоўнае, я хочу цябе ўвогуле спытаць, як такое уступнае пытанне наконт таго, як бягучая сітуацыя падкарэктавала ўвогуле твой лад жыцця і твою працу як рэжысёркі. Над чым ты зараз працуеш, і вот як відазмянілася твоя праца, таму што здымаць зараз нічога немагчыма, ці былі у цябе праекты ў запуску, ці ты ўсё ў дэвелапменце зараз, і ты ў працэсе напісання сцэнарыяў, распрацоўкі, як увогуле паўплывала пандэмія, каранцін на твоё жыццё, прафесійную дзейнасць? Воль, так случилось, что я снимала очень интенсивно, как раз до начала карантина, и я собиралась быть вообще в девелопменте все эти месяцы, и март, и апрель, поэтому, ну, то есть она подкорректировала, то есть это какой-то стресс, ты не можешь даже сидя дома, знаешь, заняться тем, чем тебе нужно заняться. Почитать сценарий, подумать над структурой, там, пообщаться со сценаристами. Все это возможно, в общем, делать, и мы это продолжаем делать.
знаешь, у меня, ну, как бы, то есть какие-то такие больших потрясений, честно скажу, мне повезло, у меня не было, просто что у меня план был такой. То есть я уже запланировала находиться в одной точке, знаешь, чтобы сфокусироваться. Ну, просто сфокусироваться было очень тяжело, да, и как, знаешь, всё в таком замедленном, знаешь, такое медленное движение еще. И оно и так всегда медленно происходит, да. Знаешь, у меня были какие-то императорские планы, на рассылку, на поиск американского продюсера, которые должны подождать, потому что, но все читают сценарий, ты получаешь ответы, но никто не хочет, как ты знаешь, коммититься на 100% на какие-то новые проекты. То есть ощущается какое-то такое, знаешь, затишье. Или так я хочу подождать. Знаешь, ну кто у нас хорошо, у нас там проекты идут, которые покупает Amazon и Netflix, да, а все остальные, так как бы рынок полностью сейчас изменился, и кто знает, будет ли рынок кинотеатров, да, и как мы теперь будем делать кино. Вот, ну, слушай, ну, я обратилась внутрь себя, как и многие, знаешь, и я догоняю просто хвосты, которые, я не знаю, фильмы, которые я должна была посмотреть 5 лет назад. Я их щас, знаешь, у меня, многие знают, что, Хрусталь, один из монтажеров моих прекрасных, был также работал с Тарковским на его последнем фильме, на «Жертвоприношении». Я просто только сейчас добралась до его документального фильма. Михаил Мещерский сделал документальный фильм про Тарковского. Я такая, наконец-то, сейчас его посмотрела. Вот, это мне как-то мне даже стыдно, что сколько лет прошло. Слухай, ну вот я цябе вельмі ў гэтым сэнсе добра разумею, раблю тое самае, і гэта клёвая такая магчымасць, прынамсі, нягледзячы на всю непэўнасць, якая нас чакае, таму што вельмі складана прадказаць, але я таксама мне падабаецца, што можна чытаць, глядзець, catch up on everything that you missed. І Да, абсолютно. Знаешь, часу. слушай, да, и оказалось, что я прям как бы могу многое, многое что приготовить. Я могу сказать, что да. Наверное, я смотрю В фильмы между Инстаграме. моими... Да, в общем, все мои... Я оказалась вообще неплохой домохозяйкой, мне кажется. Конечно, вот никто не знал, но это так. В общем, я 3 дня назад сделала свои первые голубцы, очень ими горжусь. Вау, клас. Клас. Слухай, мы з табою размаўлялі, калі прыватна, ты сказала, што ў цябе некалькі праектаў зараз у стадыі распрацоўкі, і ёсць некалькі любімых праектаў сярод тых, якія ў цябе ў стадыі распрацоўкі. Вот праекты пра Фемен і новы серыял з Раднянскім «Мёрзлая земля». Гэта сярод гэтых улюбёных праектаў, ты над імі зараз таксама працуеш, вот як прасоўваецца ўвогуле праца Да. над такімі праектамі? А, так, чтобы немножко дать контекст, около года назад, прошлым летом я объявила, что буду делать биопик про Фемен. И так как бы эти новости разлетелись, и потом я ушла на проект «Содержанки», и все у меня очень сложно, будучи режиссером, параллельно развивать проекты, в которых ты активно участвуешь как сценарист или как бы структуралист, наверное, даже так, потому что я обычно занимаюсь структурой истории и работаю с сценаристами, и отдаю им возможность это все написать. Вот, поэтому к Фемину я вернулась весной и мы продолжаем, то есть мы сейчас вот работаем над этим сценарием с греческой сценаристкой, которая живет в Нью-Йорке, потрясающая совершенно женщина, очень, очень интересная, Кристина Лазариди. Вот, и мы это как бы на новой версии сценария, так очень усиленно. Я очень люблю этот проект, ты знаешь, как-то такая возможность даже на карантине появилась связаться по скайпу со многими из этих девушек, из главных, из активисток, и прям мы много времени провели, обсуждая вообще их жизненный путь. Я им очень благодарна, что они вообще были открыты к тому, чтобы поделиться, потому что, в общем, знаешь, уже немало книг было написано, к сожалению, ни одной книги на русском о них не было написано, и даже на украинском буквально существует, я не знаю, наверное, одно академическое исследование, знаешь, как бы, который пытается контекстуализировать, знаешь, что они сделали для украинской культуры и для феминизма в общем в Восточной Европе. Вот, поэтому я очень хочу, чтобы этот фильм как-то открыл, чтобы новые зрители открыли их и увидели их по-новому. Конечно же, я пытаюсь как бы глубже копнуть, понять, что они за люди, как они пришли к этому, знаешь, как они вообще пришли к тому, чтобы, в общем, приехать в Беларусь и снять майку, понимаешь, на ступеньках КГБ. Понимаешь, что у меня как бы вообще не укладывается это в сознании, знаешь, как вообще. Конечно, знаешь, очень часто я сталкиваюсь с таким мнением, мне сразу говорят, ну кто-то заплатил, знаешь, они, в общем, марионетки какого-то
как вот большого политического деятеля, но я в это, честно, откровенно не верю. Вот. Поэтому, как бы, конечно, я фокусируюсь больше на их отношениях, взаимоотношениях в фильме. Вот. Очень надеюсь, что его коронавирус не оттянет на много лет вперед. Ну да, ну вы же атрымалі на яго фінансаванне таксама ва Ўкраіне, по-моему, ці кофінансаванне, ці нешта такое. Это на development. Мы получили финансирование на development от Украинского культурного фонда, да. И ты знаешь, нам еще как бы вот эти шаги нужно двигать дальше. Development это одно, знаешь, а получить деньги на съемку это другое. Поэтому здесь немножко, ну, здесь такие как бы вот уже, ну, ты как продюсер меня понимаешь. Шаги были сделаны, но еще много-много впереди всего, что стоит, с чем стоит побороться, знаешь. То есть это большой копродукционный проект. Сейчас мы очень плотно работаем с французами, с очень как бы классной французской компанией. Я прям не могу поверить, что я их уговорила стать с нами это все вместе делать. Вот, очень радуюсь, но все равно это все очень медленно происходит, а с коронавирусом так еще медленнее. Но я была рада, что оно ну как-то они наоборот решили рискнуть тоже и вложиться вот в очередную версию сценария. Слухай, вот, проект с Роднянским тоже очень интересный, но давай, может, там что ты хочешь спросить. Да. Ну вот мне цікава на самой справе праект з Раднянскім, пра яго не так шмат пакуль што вядома, але вядома уже калі таксама трошачку так падбірацца да нашых асноўных тэмаў размовы, пра які мы з тобой планавалі пагутарыць, гэта серыял, які будзе распавядаць пра ахвяраў гвалту. І будзе даваць голас, ну як прынамсі я чытала ў адным з інтэрв'ю Раднянскага, які будзе даваць голас ахвярам гвалту сексуальнага, а не выкарыстоўваць іх пакуты. Неяк так ён сфармуляваў. Вот расскажи. Слушай, ну хорошо сформулировал, ну что я могу сказать? Роднянский хорошо формулирует. Ты знаешь, смотри, на эту историю маньяка, но она рассказана немножко по-другому, да, то есть это не, может, кто-то знает, мы, конечно же, знаешь, вспоминаем истории такого плана. Я недавно смотрела прекрасный сериал Netflix Unbelievable, да, невероятный, наверное, перевели, где две женщины расследуют как бы очень сложное изнасилование, да, и не до конца верят жертвам. Ситуация, где полиция не до конца верит жертвам. Но это как бы сериал тоже основан на реальной истории, которая произошла в Абакане, в Хакасии. И, в общем, мы пытаемся найти вот этот другой подход, где это не только, конечно, голоса жертв, но и голоса других женщин, которые задействованы, знаешь, то есть как бы может быть, не верят жертвам. Это непосредственно как наша главная героиня, это женщина, которая влюблена в маньяка и сомневается, ну, действительно не верит, что он мог это сделать. То есть она очень, как бы она борется за свою любовь, ее тоже можно понять. И как бы, наверное, самое последнее, кто понимает, что это он, действительно он, что этот прекрасный, чудесный Мишка, ласковый, да, ласковый сын и ласковый отец ее сыну приемному в этом случае, что он мог такое сделать, в общем, как бы насиловать и убивать, да, то есть здесь такая двойственность. И, наверное, с этой точки зрения, то есть, знаешь, у нас получается сейчас уже складывается, то есть мы на уровне синопсиса и, в общем, запускаем написание пилота вот как раз на днях. Вот, да, ну, я думаю, слушай, это будет очень интересно, потому что здесь как бы нужно соблюсти аутентичность, а с другой стороны, знаешь, как рассказать, как маньяк насилует без того, что ты показываешь насилие над женщинами, может быть, не всегда обоснованное, я часто вижу в кино. Знаешь, да, ну, в общем, такая сложная, интересная задача. Я думаю, что я думаю, что мы как бы вот сейчас мы много общаем, много это обсуждаем, и я думаю, это будет что-то интересное. Ну гэта на самой справе вельмі такая цікавая тэма, мне здаецца, актуальная і ў такім сучасным дыскурсе тэма, якую шмат абмяркоўваюць, менавіта пра ахвяраў і агрэсараў і пра тое, што быць ахвярай і прызнаць, што ты ёсць ахвяра, гэта вельмі моцны крок, гэта як бы вялікая смеласць. Ну тут я ўжо звяртаюся не толькі там да ахвяраў, скажем, сексуальнага гвалту, а наогул ахвяраў там псіхалагічнага гвалту, domestic violence, да, усе гэтыя вот рэчы, якія жудасныя, якія там
адбываюцца і пра якія там у Беларусі ў прыватнасці вельмі са скрыпам размаўляюць, тэма табуяваная, незразумела як падысці, і Да, ўвогуле лічыцца, што і ахвяры быць як бы сорамна, што вот да, ахвяры быць гэта вельмі да, сорамна, абсолютно. и вот, и Мы мне... действительно затрагиваем этот момент, знаешь, а также как ахвяра блейминг, Мгм. victim blaming, который женщины как раз друг на друга проецируют тоже. То есть как бы когда они не верят друг другу, когда как бы отсутствие солидарности, естественности, то есть, знаешь, это все происходит. Я очень часто, ну, как бы хорошо с мужчиной-продюсерами обсуждаешь какой-то проект, ну, и споришь на какие-то феминистические на темы феминизма, но очень часто как бы и с женщинами ты тоже споришь, я не знаю, то есть на ту же тему содержанок. Я помню, с одной очень влиятельной женщиной в киноиндустрии в Москве разговаривала, и она тоже обвиняла, как бы, что эти женщины сами виноваты, что они, в общем, там садятся на колени к мужчинам, знаешь, что они сами из себя делают проституток, знаешь, то есть это очень часто ты даже не замечаешь, что ты это делаешь, что ты какую-то предвзятую позицию проецируешь и пропагандируешь вообще на самом деле даже. То есть, как, потому что ситуация как, ну не то, что они просто вот пришла прекрасная девушка, которая хочет стать актрисой, да, хочет главную роль, села на колени продюсера. Это не совсем так, здесь как бы какие-то структурные моменты, знаешь, откуда она приехала, знаешь, какая у нее ситуация, как она выживает, как она выросла, как она социализировалась, да, почему это было принято, почему она думает, что у нее только один выход из этой ситуации, да, то есть как ее так окружающее общество зазомбировало ее в это состояние, что ей прям реально кажется, что she's not good enough, что у нее, знаешь, как бы нет, больше ничего она предложить не может. Вот, поэтому здесь, ну, много интересных вопросов вокруг феминизма, поэтому я надеюсь, что этот сериал будет, как бы произойдет и будет сбалансирован в своей репрезентации. Ну, у гэтым сэнсе ўвогуле я, канешне, вот магу табе толькі рэспектаваць за то, што ты робіш, і за то, што ты вельмі смела і даволі часта даволі рэзка выказваешся у абарону жанчын і так далей. І ты мне, па-моему, нават казала про то, што некаторыя людзі нават сябе там, ну, як сказаць, абвінавачваюць за гэтую рэзкасць, да, там, можа быць, нейкім чынам можа нехта з табой перастае камунікаваць з-за гэтага, не з-за таго, што ты Ну, занадта... кто-то отписался, господи, знаешь, ты знаешь, удивительно, я сейчас смотрю на травлю Маши Кувшиновой и их Ким Бабадука, и то есть я понимаю, что я совершенно не резко очень, я такой как бы центрист на самом деле и совершенно не радикально высказываюсь, значит, можно и, наверное, нужно гораздо радикальнее, знаешь, держать эту позицию. Слушай, но, знаешь, как любой художник, я, конечно, пытаюсь идти изнутри, а не сверху. То есть для меня это не политическое высказывание, а, наверное, я пытаюсь что-то нащупать универсальное, знаешь, к чему можно будет подсоединиться не с точки зрения, знаешь, там, верю, не верю, согласна, не согласна, но что-то менее бинарное, что-то более человечное, что ли. Поэтому я понимаю женщин, которые там и художницы, и режиссеры, которые как бы они я не знаю, хотят быть режиссерами и не хотят, в общем, в эту склоку ползать. Так. Знаешь, да, это сложный вопрос. Конечно, ты всегда хочешь найти свой язык, да, а не язык какого-то уже состоявшегося движения, течения. То есть так же, как бы возвращаясь вот к Ане Сварда, она тоже говорила, ну да, феминистки, это все прекрасно, но я хочу быть, знаешь, обособленной, сама себе я. То есть он так же, как, я не знаю, я сейчас как бы не все фильмы Киры Муратовой я посмотрела. Кира Муратова тоже, как бы, она говорила, нет, что ну да, но я женщина, и, может быть, и еврейка, и румынка, и все на свете. То есть она совершенно занималась тем, что она свой собственный мир придумывала, да, она не придумывала мир героев-феминисток. Это был абсолютно обособленный киноязык и киномир. Я думаю, каждый художник как-то пытается свою планету создать. Ну так тут я таксама вельмі згодна, і мне здаецца, што ты вот чым больш ты жывеш, чым больш ты раскрываешся і нешта неяк вот прыходзіш да сябе,
асабліва калі ўжо табе так 30+, уже некая такая новая свядомасць, новая асознанасць, да, прыходзіць, то ты менавіта накіроўваешся на то, што ты хочаш пражыць сваё жыццё так, як ты хочаш яго пражыць, а не так, як табе, там, не ведаю, сказала мама, выхавалі бацькі, загадалі ў школе, там, не ведаю, сказала начальница, ці там яшчэ нешта такое. Ну, і вось тут я нездарма заговорила про гэты вот паняцці сораму і віны, да, стыд і віна, якія з'яўляюцца, в прынцыпе, ключавымі, мне здаецца, ў фарміраванні свядомасці многіх людзей, асабліва жанчын, асабліва на постсавецкай прасторы, таму што вельмі шмат завязана менавіта на стыдзе і віне. Вот. Але гэта вялікія вельмі, канешне, тэмы, можна гаварыць многа. У мяне да цябе такое пытанне, як увогуле у лоб, як ты стала феміністкай? Вот, і чаму тебе гэты увогуле дыскурс зацікавіў? Што такое адбылося, што ты вырашыла, што вот это для тебя важно? Слушай, это удивительно, потому что в тебе уже что-то это есть. Я, кстати, вспоминаю про твою историю о том, как ты начала размовлять на мове в средней школе. Знаешь, и вспоминаю тоже, когда мне было 16 лет, у меня есть, в общем, одна такая сцена. Я помню, что я сижу на площади Якуба Колоса и до слез спорю со своим знакомым парнем, в общем, каким-то другом, да, который, ну, как бы пытается за мной ухаживать и говорит мне: слушай, ну вот ты будешь готовить, сидеть дома, я буду работать, знаешь, то есть, в общем, мне 16, ему 21, и он уже в университете, и он начинает мне я понимаю, что это меня страшно, ну, настолько злит, но доказать ему, почему я не собираюсь сидеть дома, я не могу, у меня нет никаких аргументов, знаешь, в пользу того, что он говорит, ты понимаешь, но разделение труда, оно заведомо уже эффективно, он, видимо, занимался экономикой, я не помню, да, но он как бы все экономические... Да. Слушай, ну, у меня это было настолько, знаешь, что я для себя решила, слушай, ну я пойму, а почему, как бы, как можно обосновать свою позицию, что я тоже хочу, в общем, участвовать в общественной жизни. Знаешь, прошло, конечно, много лет, какие-то у тебя, знаешь, чтобы эту осознанность переварить, осознать и как-то понять, в какую, знаешь, где ты находишься в спектре этих суждений феминистических, феминистских, я не знаю, политических тоже, знаешь, тебе нужно пройти путь, конечно, и, знаешь, прочитать много книг. Да, так оказалось удивительным образом, что я действительно училась в женском колледже первый и второй год, первый-второй курс. Но, знаешь, тогда как бы мы, конечно, это обсуждали, но я далеко была, знаешь, не осознанной феминисткой. Знаешь, меня скорее это раздражало, что вокруг сплошные девушки. И знаешь, наверное, второй мой этап был, когда я попала... Знаешь, такой был сложный период сразу после университета. Мне нужно было как-то зарабатывать деньги и как-то самой себя обеспечивать в городе, в Нью-Йорке. Я попала в очень агрессивный мужской коллектив в инвестиционном банке, где я была, в общем, таких, знаешь, я была аналисткой. И это было очень тяжело, ты знаешь, потому что я вдруг поняла и вдруг столкнулась совсем другой культурой, с другой культурой общения. Но тебе, знаешь, как бы, чтобы преуспеть, действительно нужно было, знаешь, вот как в учебнике нужно было играть в гольф, нужно было курить сигары, не знаю, там, пить виски. И, в общем, как бы тебе нужно было притворяться, что ты мужчина. И это было настолько некомфортно, и они для меня, эти все люди, мои боссы, начальники... Да, они говорили, я вдруг поняла все, о чем, то есть как бы вот это вот не invisible ceiling, glass ceiling, знаешь, как бы это невозможность продвигаться по службе, я ее всю как-то ощутила на себе. Это было действительно, потому что, то есть, как бы все мужчины, люди, которые зарабатывали больше всех, это все были мужского пола. В общем, это был такой, значит, мне кажется, как раз меня это подтолкнуло, этот опыт меня подтолкнул к тому, что я как-то... Знаешь, потом я очень часто не видела, и как-то не могла самоидентифицироваться с героями на экране, знаешь, то есть меня как бы влекло к этим историям, женским историям, и то есть как бы шаг за шагом, когда я вернулась все-таки, знаешь, после этого периода ужасного банковского, в общем, к себе, вернулась в кино, знаешь, я тоже начала заниматься как раз этими женскими историями, потому что я как раз делала кино для себя, знаешь, мне хотелось сделать что-то то, что я не видела раньше или чего мне не доставало, знаешь, то есть вот как раз, знаешь, как письмо к себе 16-летней, да, это нормально, если ты хочешь что-то хочешь, чего-то, но не можешь это объяснить, знаешь, как героиня моя Веля в «Хрустале», она что-то хочет, она хочет там карьеры, она хочет Америки, да, знаешь, что-то такое, у нее большой такой порыв.
это как раз вот это желание свободы, желание самореализации, желание чего-то большего, чем то, что у тебя есть. Мгм. Ну да, ну тут ти сапраўды вельмі слушна згадала мою гісторыю становлення беларускамоўнай, увогуле праз якую траўму я прайшла ў Беларусі, ў Віцебску. Мы з табой гэта абмяркоўвалі, што ну на самай справе і мне Но здаецца, это што же просто такой, знаешь, вызов обществу тоже. То есть я даже, ну, как бы я гэта говорю на другом языке, да. То есть вот ты это делаешь просто ежедневно. То есть как ты выдержала этот удар, Оля? Не, гэта было суперцяжка, гэта суперцяжка. Я калі пачала размаўляць па-беларуску, я реально адчувала сябе ў Віцебску камікадзе. Гэта быў реально, ты выходзіш кожны дзень і ты типа кожны дзень ты мусіш быць гатовая да таго, што типа або ці цябе абкладуць матам за то, што ты нацыяналістка там ці фашыстка, ці цябе там просто пасмяюцца з цябе, ці просто ты будзеш у нейкай вельмі нязручнай сітуацыі, таму што цябе не зразумеюць, а табе прыйдзецца неяк тлумачыцца. Ну, у мяне чамусьці заўжды была такая штука, што я ніколі агрэсіўна не тлумачыла. Я тлумачыла вельмі даступна, калі, напрыклад, людзі friendly, да, дружелюбна звярталіся, не разумелі, то я спрабавала, ну, реально патлумачыць. Але бываюць такія людзі, ну, што ты, калі ім friendly тлумачыш, яны не працуе, як бы, яны на цябе пачынаюць наязджаць, і гэта было цяжка. І гэта быў беларуская мова тады, гэта быў мой жаночы пратэст супраць сістэмы, супраць вот, ведаеш, вось гэтага ўсяго. Патріархальнай сістэмы, да. Супраць патріархальнай сістэмы. І потым я ад мужчыны пацярпела восьмікласніцы я была, я табе рассказывала, я пашла ў Віцебску, я малявала тады у краму мастацкую, якая прадавала розныя фарбы, там ватманы, пензлікі для малявання, всякія штукі, і там працаваў такі дзядзька, як мне было там, я была ў 8 класе, мне колькі было там, не памятаю, 14-15 гадоў, а яму там было 45, скажем. І вот я да яго прыйшла, ён мяне там абклаў рознымі словамі про то, што я фашыстка, нацыяналістка, раздзяляй властвуй, там і так далей. І реально, вот мне тады мало аргументаў. Я ведала добрую историю. Да. Вот это вот идея того, что тебе не хватает аргументов, но ты знаешь, что как бы я сейчас разберусь с этой темой, да, эта тема для меня очень важна, да, и она как бы очень рано на самом деле происходит знаешь, как раз уже, видишь, даже в подростковом возрасте, как у тебя это все проявляется удивительным образом, знаешь, да. Да, і гэта цікавая гісторыя, не ведаю, ну такая, да, вельмі я згадваю гэта, што гэта такі адбітак на мяне, напэўна, адна з такіх падзей, калі вот гэты дзядзька мяне давёў да слёз у гэтай краме, гэта, напэўна, адна з такіх вельмі значных падзей у становленні маёй. Слушай, ну это же, знаешь, это здорово, он тебя серьезно воспринял. Он воспринял тебя как серьезного оппонента, знаешь? А это тоже уже победа, конечно. Конечно, что, знаешь, это как бы иметь свой голос и чувствовать, что тебя слышат. Слушай, я не знаю, здесь... Ладно, я потом пришли, здесь прекрасных два лебедя приплыли. Они совершенно невероятных, да, за мной. Может быть, мы потом у конце эфиру... Я, может, встану, да, со своих. Слушай, вот возвращаясь... Что почала говорить? Вот про... Возвращаясь, ты знаешь, да, я, знаешь, уже, конечно, в киношколе, глубже занялась этой проблемой, и даже сейчас как бы для себя открываю какие-то вещи, которые я пропустила. Слушай, я пересмотрела «Маргаритки» Хитиловой, и даже, знаешь, то есть как бы ты возвращаешься, уже понимаешь, что феминистки второй волны тоже много об этом говорили, и потом просто у нас, знаешь, там 80-е, 90-е было какое-то затишье, совершенно эта тема не подымалась, но эти проблемы, они уже там были, знаешь, то есть прекрасный фильм, первый фильм Хитиловой про двух женщин, одна гимнастка олимпийская, а другая просто домохозяйка, это такой, знаешь, идет такая как бы параллельная история этих двух женщин. То есть абсолютно манифест свободе женского выбора. Как бы там у нее так очень тонко она исследует, и игриво, наверное, и с юмором у нее получается. То есть как-то я пытаюсь тоже объединить, знаешь, то, что происходит с феминизмом третьей волны, то есть это как бы наша третья волна сейчас, с тем, что происходило тогда, и
и что, знаешь, как бы, что было, какие проблемы были не решены, почему это сейчас снова актуально, по сути. Ну вот і чаму так атрымліваецца, што як бы не ну мы нічаму не вучымся, ну чаму мы прынцыпе а вот ныне там. Вот я памятаю, размаўляла нейкі час таму з Ірынай Саламацінай, яна ў мяне была спікеркай, якая робіць гендерны маршрут і шмат розных іншых ініцыятыў, можа быть, ты ведаеш яе. Мне кажется, что да. Вот і яна мне распавядала, я была вельмі здзіўленая, яна мне распавядала, што 10 гадоў, 15 гадоў таму яшчэ прыязджалі ў Беларусь жанчыны, якія робяць Women Make Movies, вось гэты фонд і кансультацыйную гэтую ініцыятыву для жанчын-фільмейкераў. Яны прыязджалі, Дэбора, там такая жанчына, она, па-моему, старшыня, і яны прыязджалі... Да, Дэбора. Да, яны прыязджалі ў Мінск, здорово. Уяўляеш, і як бы і пра гэта, пра ўсё пра гэта размаўлялі вот яшчэ тады, і атрымліваецца, што ну авось яны не там, і як бы і ўсё роўна калі гаварыць пра тое там пра правы жанчын, пра нейкія пра слова фемінізм увогуле, там яно ў многіх выклікае абсалютна нейкія як сказаць міслы. Ну да, негативные, часто негативные, да, резонанс, то есть тогда что это важно, то есть да, у нас идет такое отрицание, а что у нас это вообще проблема, да, а с другой стороны абсолютно не желание, в общем, как бы, очень сложно говорить об этой проблеме, у нас абсолютно тупо, просто даже нет статистики. То есть никто не может проанализировать, а сколько женщин-режиссеров, сколько операторов. То есть, там, я нашла статистику по России, то есть статистика 2017 года, да, никто с тех пор вообще этой проблемой не занимался, хотя там, ну, очень там грустные цифры, 13% женщин-режиссеров, 6% женщин-операторов, знаешь, 3% женщин-композиторов. Ты ведаеш, вот наконт гэтай статыстыкі таксама вот слухаць і чуць слоган паўночнага ззяння, і мы таксама шмат ну вот пра менавіта жаночыя галасы і заўжды і сёлета, і у мяне была ідэя зрабіць такую статыстыку па беларускім кіно, і потым я сутыкнулася з вялікай колькасцю пытанняў. Па-першае, увогуле як падлічыць беларускае кіно і неяк разабрацца ў беларускай індустрыі, калі па сутнасці ну як бы умоўна кажучы ну няма, яна настолькі такая рассыпаецца вот так вот, што ты не ведаеш з якога боку нават падступіцца, як падлічваць, то бок для таго каб падлічваць трэба ведаць дзе браць дадзеныя, а дадзеныя просто трэба браць і ўручную сабіраць, вот просто трэба всім пісаць, вот кропкава рабіць, это ну неверагодны аб'ём працы, і менавіта з-за таго, што там у Беларусі няма кінаінстытуцыі, якая хоць якую вядзе такую статыстыку і падлік па бюджэтах, па імёнах, па рэлізах, там па бокс-офісах, па всякіх штуках. Працаваць такой інфармацыі не потому, что яе няма. Як падлічыць, колькі жанчын? Да, нам нужно сначала стимулировать кино, да, кино в общем, да, знаешь, а потом... Ну да, абсолютно точно, что влияет отсутствие киноинститута, кинофонда, в общем, который выделяет деньги регулярно и регулярно следит за тем, что происходит с этими проектами. Да, все очень... І ты ведаеш, у мяне вот і дарэчы гэта звязана з DAO, вось гэтымі скандаламі, якія тычацца DAO і так далей, і з тым, што DAO быў паказаны на Берлінале, мне здаецца, мы з табой таксама пра гэта размаўлялі, пра тое, вот як бы ці мае значэнне, хто аўтар ці аўтарка, калі типа фільм хороший. Вот, и что такое талант, да? Вот это феномен гения, феномен, што гэта як бы талент, плюс ці мусяць адборшчыкі на фестывалі звяртаць увагу на увогуле на гендер, на пол стваральніка ці стваральніцы пры адборы, таму што многія, вот у мяне шмат было спрэчак з кінакрытыкамі і адборшчыкамі пра тое, што ну як бы не, ну галоўнае, каб фільм быў хорошы, чаму мы будзем глядзець на тое, хто яго стварыў, гэта ўжо таксама прадузятае стаўленне, навошта глядзець, чаму вот што гэта? Что ты про это? Слушай, да, это очень интересный вопрос. Я, на самом деле, тоже с ним сталкиваюсь, потому что я же тоже отборщик. Я отбираю людей, с которыми я хочу делать какие-то коллаборации, да, я хочу снимать фильмы, то есть хочу брать их, в общем, в свою семью, я не знаю, хочу, чтобы они писали мне саундтреки. Поэтому, слушай, ну, очень часто, я уверена, что очень часто есть два кандидата с абсолютно похожим резюме, и тебе нужно выбрать, и ты не знаешь, как выбрать, да, и в этих ситуациях я всегда предпочитаю выбрать кандидата, у которого, возможно, было меньше возможностей до этого, то есть поэтому я выбираю, да, женщин
Так, сейчас. Или, допустим, я не знаю, афроамериканскую женщину, или в общем, человек, которому действительно сложно пришлось, я знаю, что они прошли какой-то невероятный путь, чтобы достичь того, чтобы оказаться на этом месте, да, чтобы я даже могла выбирать. Слушай, потом, как бы ты всегда, как знаешь, почему сейчас так популярна, знаешь, идея check your privilege. У всех у нас, благодаря нашему социализированию, есть какие-то слепые пятна, да, есть какие-то вещи, которые мы, возможно, не понимаем или не видим, да, и видим только то, что мы уже запрограммировали себя увидеть, да, и это возможность просто, когда ты думаешь о том, то есть я могу расширить свой круг, открыть глаза, да, уш- Мгм. усл- усл- учуть. Почуть. Да, за счет того, что, то есть, как бы действительно посмотреть, не предвзято ли я отношусь. Потому что всегда, ну, то есть, даже на примере Каннского фестиваля, где статуэток, в общем, победителей женщин там раз-два и обчелся, я не знаю, Джейн Кемпион за режиссуру получила, Мгм. София Коппола, но это так редко бывает, просто раз в десятилетие, знаешь. Э, здесь это абсолютный пример того, что у тебя существует, то, что ты считаешь, что мужское — это что-то более интересное, универсальное, более талантливое. Знаешь, то есть мы привыкли жить в мире, где мужчины доминируют эту роль, создают эту роль гения, да, которому ты подчиняешься. То есть ты жертва, которая подчиняешься своему мастеру, и он, соответственно, мужчина. То есть Мгм. это такая роль, которую мужчинам легче играть. Допустим, мне очень тяжело эту роль играть на площадке, и, ну, я как-то с ней борюсь. С одной стороны, от меня ожидают, что я вот сейчас буду этим претензиозным мужчиной, который много говорит, знаешь, и все слабости как-то и плохо слушает, знаешь, ну, потому что вот создан такой уже стереотип. И как Мгм. ты знаешь, очень Просто сложно что развенчивать этот стереотип, очень сложно, да, то есть тебе нужно объяснять. В общем, я поняла, чтобы мне переопределить эту роль, мне нужно очень много говорить о том, что я ее переопределяю, что я не буду делать это, потому что это не мой процесс. Как Мгм. художник, это не мой процесс, это не то, как я работаю, да, иначе люди просто не понимают, они просто считают, что ты, наверное, не знаешь, что ты делаешь. Если ты молчишь и прислушиваешься, и даешь возможность актерам пробовать разные варианты, им, продюсерам, кажется, что ты не знаешь, что ты делаешь, понимаешь? Мгм. Если ты сразу не забил с собой все, в общем, не доминируешь, не забил с собой весь вакуум, который существует на площадке, да, то это сразу, как бы, знаешь, вызывает вопросы. Мгм. Вот, потому что, поэтому здесь, конечно, communication, как бы, и постоянно задуматься о том, ну, а что, как бы, наверное, смотрю, понимаешь, очень часто я замечаю, именно женщины задаются вопросом, а прав ли я? Эта точка зрения, почему эта точка зрения, именно та точка зрения, которую я хочу проецировать и показывать на экране, и убеждать людей, что это именно, что им стоит потратить там 1,5 часа, потратить там 8 часов своего времени, чтобы посмотреть содержанок, знаешь. То есть постоянно задаешь этим вопросом. Я уверена, что, знаешь, режиссеры с нарциссическим расстройством гораздо меньше себя спрашивают, знаешь, то есть могу ли я, знаешь, там, могу ли я потратить 1,5 часа времени, как людей, которых я не знаю, да, ам, достоин ли я этого, да. М. Поэтому я не знаю, как раз вот это вот эмпатичное, более эмпатичное, мягкое, м, коллективное, а, чувственное, да. То есть я как раз к этому обращаюсь и пытаюсь это пропагандировать. Мгм. Мгм. Ну Ну, вот вот мне это Мгм. Да, ну вот это вельмі цікава, то што ты гаворыш пра то, што таму што як бы ну калі ты працуеш на пляцоўцы і калі ты рэжысіруеш, то гэта ну як бы ў прынцыпе ну типа дамінантная такая дамінуючая пазіцыя, так і вот зноў-такі здаецца, што дамінаваць і быць лідаркай можна толькі калі ты там жорсткая, вот як ты кажаш, не слухаеш нікога, такая гнеш сваю лінію і так далей. А вот калі а вот гэта жаночая сіла, яна якраз такі мне здаецца, ну не толькі жаночая, а ўвогуле сіла можа быць розная. І у тым ліку Да, яна сила да, более эмпатичного лидера. Мгм. эмпатычнага лідара, які слухае, лідара, які прыслухоўваецца да vulnerabilities, да слабасцяў, да слабых месцаў, які слухае там пра там не ведаю раны, траўмы там і так далей. І чамусьці вот у прынцыпе у грамадстве мне здаецца прынята, што
зноў-такі мы звяртаемся да таго, што гэта сорамна, што гаварыць пра слабасці гэта сорамна, што быць эмпатычным лідарам, эмпатычнай, можа быць, не ведаю, рэжысёркай, лідарам ці лідаркай на пляцоўцы, гэта неяк сорамна, і гэта так, ну, типа, вот як ты кажаш, будуць думаць, што ты не ведаеш, што ты робіш. Да, существует такое предвзятое отношение, знаешь, которое, мне кажется, сейчас мы о нем говорим и меняем. То есть, мне кажется, чем больше разных режиссеров будет существовать, именно работать, знаешь, у них будет возможность снимать фильмы, мы увидим очень много разного интересного, нового и свежего, знаешь, того, чего мы, может быть, даже не ожидали, но оно как бы очень профессионально будет сделано, несмотря ни на что. То есть может быть разный процесс. Мне здаецца, вот гэтыя все рэчы, яны звязаны вельмі з менавіта ўзроўнем свядомасці, да, уровень асознанасці вот кожнага чалавека і соцыума ў цэлым, вот як масы. І вот мне просто цікава, як ты думаеш, наколькі гэта дасягальна? Наколькі дасягальна у межах вот таго, што в прынцыпе мы живем в умовах таго, што, ну, это мужской... Ты делаешь то, что ты можешь, да? Такие достаточно ограниченные. Слушай, ну, я не могу даже... Я даже не подсчитывала, но это было невероятное количество девушек, молодых девушек, которые после показа «Хрусталя» ко мне очень часто подходили и говорили: я тоже хочу быть режиссеркой, я тоже хочу, ой, как интересно, да, а это все возможно, знаешь, то есть это вот происходит на уровне того, что ты видишь какие-то ролевые модели рядом с тобой, да, которые похожи на тебя. Поэтому очень важно поддерживать, знаешь, именно разных, может быть, там, женщин-режиссерок или какие-то, в общем, меньшинства, потому что они сразу, ну, какой-то служат примером для новых поколений, которые, я не знаю, смотри, какое удивительное якутское кино, знаешь, вдруг появилось, знаешь, когда у них это появилась как бы сфера, свой зритель, свои режиссеры, как бы много, я не знаю, Кантемир Балагов, это прекрасная школа Сакурова, да, который тоже поехал просто, знаешь, там на обум, да, и, да, я поеду, открою там школу, знаешь, какие удивительные таланты были открыты. Поэтому, конечно, стоит всегда немножко check your privilege, да, и подумать о том, да, достоин ли этот фильм поддержки, как бы там, вот, и как бы в ситуации с Дау, да, я, конечно, была удивлена очень, когда его отобрали на Берлинский фестиваль, для меня эта история, как-то она разрешилась уже, ну, гораздо раньше, то есть гораздо раньше, даже не смотрев этот проект, я для себя решила, что тоже, в общем-то, не собираюсь его поддерживать, его смотреть. Как бы там в этом проекте участвовали многие мои знакомые, там уже на уровне постпродакшена, и, знаешь, я, в общем, слышала о том, как... Тут, как бы, знаешь, для меня этический процесс тоже очень важен, знаешь, процесс создания шедевров, то есть не сам шедевр, поэтому я, конечно, процесс не может быть отделен от результата. Вот, і гэта вельмі класны поінт, тому што мне здаецца, што гэта толькі зараз мы прыходзім да такога вот усвядомленасці, такой, што вось гэты панятак генія, што ты не можаш генія і ягоную творчасць аддзяляць ад таго, як гэта все стваралася і што як бы па-за гэтым, то бок як чалавек жыве, якія ён распавядае каштоўнасці, як ён пра што выказваецца, за каго, мовна кажучы, я не ведаю, там ён галасуе ці штосьці такое. Напрыклад, там вось гэтыя шакуючыя факты пра Пікасо і што ён мізагініст, там ці нешта пра Карпаджа, там ці там пра Хопера. Я ўвогуле вот читаю зараз кніжку Алівіі Лэнг «Адзінокі горад» пра нью-йоркскіх мастакоў, і яна вот распавядала там, што Хопер, напрыклад, жонка Хопера, мастака, была таксама мастачкай, і ён забараняў ёй маляваць, пісаць. Просто все, типа, она, ну, мусіла паставіць крыш на сваёй кар'еры, таму што ён ёй забараняў гэта рабіць, і ён вельмі моцна... Слушай, ну я знаю, да, я тебе честно скажу, знаю такие истории про белорусских мастаков, да, где их жены были талантливее, чем они, поэтому они не рисовали, поэтому они не творили. Да, слушай, как бы, да, эти гендерные роли, очень хочется, чтобы они были более флюидные, и все это, знаешь, все это как-то обособлено нашей культурой западной, которая, в общем, это все эти предпосылки, вот мы сейчас с ними и живем. Ну, як бы ты сфармулявала, чаму паняцце геній, гэта паняцце з мінулага стагоддзя? Чаму яно састарэла?
Потому что у нас вот ёсць, мне здаецца, што у нас вот ёсць асабліва на постсавецкай прастораве гэтае прыдыханне такая: ну ён гений, ну это же это гений, ну типа і гэта гений, і гэта такі як глобальны экскьюз для ўсяго. Вот. Слушай, ну потому что это, во-первых, патриархальное. Гений уже подразумевает, значит, ты думаешь гений, сразу представляешь мужчину. Ну как? Ну прям, ну, у меня нет. У меня сразу это очень патриархальное такое понятие, гендерно не флюидное. Потом оно, знаешь, используется как обычно. Ну, знаешь, ну вот он гений, поэтому все, что он до всего, чего он дотронулся, знаешь, это, это уже золото. Но это же тоже, знаешь, как-то как-то устарело. Да, Воль. А, Потом, знаешь, это очень бинарно, как вот, знаешь, хорошо, плохо. Значит, если мы все-таки, знаешь, уже в 21 веке оперируем как бы с ситуацией, где понятиями, которые ну, могут быть сложнее, чем черное и белое, правда? Вот я, наверное, к этому склоняюсь, что Мгм. давайте усложнять, а не упрощать, знаешь, гениально, не гениально. Есть как бы фильмы, знаешь, есть как фильмы, которые просто как бы невероятно сложились, знаешь, все элементы сложились, и все это работает. Знаешь, но я всегда вспоминаю о том, что это как бы коллективный труд, что это не один человек сделал все, знаешь. Может быть, гений можно говорить о писателях, но, наверное, ни в коем случае не о режиссерах. Мгм, мгм. Слухай, ну а я тут хочу згадаць вось гэтыя такі паняткі. Мне здаецца, ты пра іх таксама гаворыш і гаварыла ў іншых сваіх інтэрв'ю, male gaze і female gaze, да, Мгм, які інкарпарыравала ў дыскурс эсеістка і даследчыца кіно Лаўра Мелві. мгм, мгм. Вот чаму гэта так важна? Чаму гэта так важна, хто глядзіць? А, Слушай, ну да, как бы тоже такая тема, знаешь, можно прочитать несколько лекций на Я с ним мгм, столкнулась, кстати, первый раз, когда, мне абсолютно, мне вручили стипендию в Колумбийском университете, в киношколе, но сказали, ну, чтобы поддерживать, чтобы получать эту стипендию, тебе нужно преподавать, и преподавать тебе нужно кинотеорию. А у меня реально было, знаешь, кинотеория 1 семестр, знаешь, и тут мне пришлось ее преподавать, уже молодым студентам в университете, и я как раз тоже, знаешь, столкнулась с этим понятием. Оно было абсолютно, то есть это не был курс гендерных исследований, знаешь, gender studies. Это была абсолютно базовая кинотеория 101, знаешь, как 101 называется у нас в Америке. Это, ну, слушай, было удивительно, что да, что это male gaze, была очень понятная идея о том, что так как общество патриархальное, в основном мы смотрим на женщину как на объект, как на субъект, переводится, знаешь, object по-английски, но субъект по-русски. Смотрю как на субъекта, это вся какая-то придаточная ролевая модель, знаешь, вот у там девушка Бонда, допустим, какая-то секси, но там, знаешь, 2 слова не может сказать. То есть в основном как бы продюсеры и режиссеры мужчины, поэтому женские роли всегда, в общем, недоиграны, да, и всегда как-то просто существуют для того, чтобы рассказать историю какой, а не придаток сюжета. И как бы отталкиваясь от этого, знаешь, хорошо, если есть male gaze, наверное, есть female gaze, наверное, есть обратная сторона Луны, и, может быть, мы чего-то что-то не видим тоже, знаешь, эти слепые пятна. И начали присматриваться и пытаться определить, что такое, как бы, а если женщины будут делать жанровые фильмы в Голливуде, как они будут выглядеть, знаешь? Ну и вот только сейчас мы, как бы, последние 10 лет мы видим, как это будет выглядеть. Это выглядит как чудо-женщина, прекрасная Пэтти Дженкинс. Знаешь, то есть это какой-то новый виток, я не знаю, тоже там мне очень нравится первый Twilight с Кристин мгм, Стюарт, знаешь, когда мгм. там тоже женщина-режиссер, которая была, на самом деле, художником-постановщиком до этого. То есть ты находишь эти нотки какие-то совершенно новые, да, я для себя постоянно нахожу даже в массовом производстве, в кинопроизводстве. В общем, когда женщины делают кино, так же ли они обращаются к другим женщинам и к персонажам как к субъектам? Или это происходит какой-то, знаешь, какой-то другой взгляд? Или как-то они по-другому интерпретируют женскую сексуальность, чем просто, знаешь, то есть знаешь, там у меня грудь на выкат, знаешь, м, и это происходит, как бы это переопределение происходит сейчас. Я думаю, что как киноотборщик ты видишь тоже, наверное, замечаешь, знаешь, какие новые возможности киноязыка, новые возможности, там, не знаю, новые персонажи, которых мы раньше не видели на экране.
как это все вот это вот маргинальное становится основным, да, или тоже, как говорится, или мы об этом говорим, что это тоже может быть, может сосуществовать с этим, с патриархальным рядом, да. Ну вот, Поэтому да, female gaze это такой как бы новый подход к киноязыку. мгм. Ам, Ну вот, Гендерно сбалансированный. От з пункту гледжання female gaze і вертаючись до Тарковського, якого ти згадала у початку, я розмовляла літерально вчора зі своєю одною сяброкою українською режисеркою, і вона мені сказала, ми обмірковували якраз Тарковського, і вона мені сказала, слухай, я не можу, мене це просто бесить, тому що я переглядела «Солярис», і там просто женщина, это просто какой-то манекен, она просто Да. вот это вот, типа вот эта вот муза, которая бессловная, без имени, без ідеї, без нічого, без діалогу, от яка просто як привід з'являється, і от і вона там така... Да, да, что в этом есть мизогиния тоже, да, и переопределение как бы всех этих шедевров, и теперь о чем мы думаем. Да, да. Да, он грешит этим немножко, я с ней Да, і соглашусь. просто розумієш, ну от знову таки про феміністичну оптику глядзець на гэта даволі балюча, тому що ти мусиш вельми критично ставитися до фільмів, які, наприклад, у дзяцінстві, наприклад, Тарковський, ну, це якби рэжысёр «Зеркало», гэта фільм, які я паглядзела, і пасля якога я зацікавілася кіно і, в прынцыпе, стала займацца кіно ў нейкім сэнсе. Я на журфаку прысвяціла фільмам Тарковскага некалькі курсавых. О-ла-ла. І калі зараз я пераглядаю Тарковскага, у мяне так вот нешта вот так вот скрипіць унутры, вот разумееш? Ну. Да, он смотрел, как бы, да, там вообще, там другая оптика. Слушай, но то же самое, ну, как бы переопределение идет сейчас, да. Ну, я, конечно, не настолько критично, знаешь, я, наверное, перестала смотреть фильмы Вуди Аллена. Вот, то есть, как бы, нет, но Тарковского я закрываю глаза, смотрю. Мне то же самое была такая история недавно, я открыла для себя нового китайского режиссера, он сейчас такой, знаешь, артхаусная звезда, Биган. И у него чудесный фильм 2016 года, длинная поездка, Long Day's Journey into the Night. Длинная дневная поездка в ночь. Значит, такое очень поэтическое название, и там тоже как бы чудесный, совершенно потрясающий фильм, но абсолютно мизогинный. То есть там тоже как бы женщина, знаешь, как какое-то привидение появилось, я ее не поняла, и она ушла, знаешь. Да, так как бы женщина как муза, этот стереотип, который продолжает. Слушай, ну, знаешь, но фильм мне все равно понравился, я его, наверное, не так радикально расставляю точки над «и». То есть какие-то другие приемы, знаешь, мне нравятся. Или меня интересуют, продолжают интересовать. Ну, цікаво, клас. У працюванні, у чеканні твоїх нових фільмів. Я ведаю, що ти розпрацьовуєш зараз сценарій, який заснований на твоїм короткометражному фільмі Real American. И я просто фанатка. Да, короткометражный фильм вообще очень феминистичный. Да, радикально. Против виктимизации и женщин, и иммигранток, в общем. Да, он очень так резко высказался. И, да, это такой, знаешь, как бы иногда... Знаешь, я смотрела его год назад в университете, я бы сказала, по-моему, в университете где-то в Чикаго, что ли. То есть, как бы это была такая, как бы, академическая программа про женщин-художниц, и они пригласили режиссерку, архитекторку, и еще там был кто-то, уж не вспомню. Мне пришлось посмотреть фильм снова на большом экране, знаешь, в аудитории, и мне самой было так, мне было так больно, что он достаточно личный. Вот, да, я действительно работаю сейчас над полным метром этой истории, и просто очень надеюсь, что коронавирус, в общем, не помешает. Потому что там действительно очень похожая главная героиня, и она год живет в американской семье. В общем, это тоже, знаешь, как бы некоторые параллели там есть с «Хрусталем». Это как бы поиск родины, поиск своего голоса. Я очень надеюсь, что этот фильм состоится скоро, а не через 5 лет, как это часто бывает в Голливуде. Да, я так само. Я жадаю тобі, каб гэта адбылося як мага хутчэй, і каб твой голас гучаў і гучаў. Вельмі міцна. Добра, Воля.
Дякую. Вот, слухай, ми практично годину розмовляємо. Я думаю, нам потиху треба закругляться. Ти, до речі, Давай коли, закругляться. да, ти коли сиділа, там у тебе так пригожа, там у тебе лодочка припливала, чоловік на лодці припливав. О, отлично, Клёво! да, на байдарке, да. Ты не представляешь, у меня эти еще божьи коробки ползают, и они меня тоже тут отвлекают, знаешь, я хотела вот показать, но, по-моему, она уползла. Слухай, Да, ну ти ми з всё. тобою хотіли на закінчення, покажи тут, що вокруг тебе. Там така Что ж, правдивість. Угу. Клас. с одной стороны, да. Мгм. Клас. Так, давай я попробую, может, даже себя убрать. Пригожу. Себя убрать. І тепло там? Яка температура? Слушай, ты знаешь, плюс 15 примерно. Ну, ощущается как плюс 13, я бы сказала. Мгм. Ну, так что, наверное, я скажу плюс 14. Вельми Найдем, класно, да. найду золотую середину, да. Мгм, мгм. Да, тут действительно, знаешь, люди, да, там как сказать, это люди на моторной лодке. Вот, ну, Клас. достаточно пустынно, я бы сказала. И вот здесь, в двух словах, это было 100 лет назад. Сюда приезжали на паромах люди из города, из Манхэттена. В общем, и здесь, чтобы на этом пляжике отдохнуть. То есть у них было такое достаточно туристическое место. Но потом, в общем, как бы поменялось, паромы перестали быть популярны. В общем, у каждого американца появилась по машине. Это стало просто такое место, где за городом люди живут и ездят работать в город. Suburb. Ну, не будем забывать, что ты там нелегально, тому, я думаю, тому там так пустынно. Да, поэтому я в Просто кустах, пройти. да, я лежала в камнях. Вот, поэтому думаю, как же мне отсюда выбраться, да? Мгм. Вот, спасибо большое, Оль, было очень приятно пообщаться. Взаємно. Была очень рада, да, да. Да. Дякую тобі, що ти пригодилася, знайшла час і не побоялася пробратися на гэты закинутий злочинний пляж. Бережи себе. И да, и всем желаю, да, всем желаю здоровья, всем нашим слушателям. Да. Дякую, сябры, што вы былі з намі. Далучайцеся заўтра ў гадзіну па менскім часе. Мы будзем размаўляць з дырэктаркай па фестывальнай прамоцыі літоўскага кінацэнтра пра тое, што адбываецца з фільмэкерамі ў Еўропе у час каранціну. Да, Даша, Всё, дзякую. пока. Всім Доброго. счастливо. Пакуль.